Почему закон об апартаментах – это опаснейшая угроза для Абхазии и ее будущего? Во всех странах, где власти разрешили иностранцам приобретать жилье или апартаменты, это приводило к многократному скачку цен на недвижимость любых видов. Дома, квартиры, апартаменты, участки. Учитывая отсутствие льготных кредитов и ипотеки, низкий уровень доходов и ВВП на душу населения, завтра у большинства граждан Абхазии не будет возможности приобретать жилье себе и своим детям. Молодые абхазские семьи, студенты или выходцы из села не смогут позволить себе даже аренду жилья, не говоря уже о покупке недвижимости в городе. К примеру, на фоне масштабного приезда в Армению россиян и украинцев с начала специальной военной операции, стоимость аренды квартир в Ереване в отдельных случаях выросла в 2-3 раза. Турецкий Центробанк говорит о 100% годовом росте цен на жилье в Стамбуле и Анталии в 2022 году на фоне увеличения спроса покупок жилья иностранцами. Рынок недвижимости в Казахстане был также сильно разогрет из-за наплыва покупателей из России. По данным Бюро национальной статистики Казахстана, средняя цена квадрата вторичного жилья выросла почти на 30% за год. Из-за нашествия россиян за последние пару лет дорожает недвижимость в курортах по всему миру. От экзотических Бали и Пхукета до относительно недалекой Черногории, Кипра, Болгарии и Греции. Многолетние спекуляции, постоянно растущий спрос на недвижимость в соседнем с Абхазией Сочи сделал так, что этот город вошел в топ-3 городов мира с самым дорогим элитным жильем. По данному показателю Сочи обогнал Нью-Йорк, Лондон и Дубай. Схожие экономические процессы будут зеркально происходить и в Абхазии. Вы можете себе представить, насколько это неадекватное соотношение доходов населения и стоимости недвижимости. Какой для абхазских граждан это будет экономический удар и на какой социальной обочине мы все окажемся, потому что рост цен на недвижимость будет сильно обгонять рост доходов абхазских граждан, если законопроект об апартаментах будет принят. Повышение цен затронет не только жилую недвижимость, офисы, склады, коммерческие помещения в проходимых местах, торговые точки. На все это также по законам экономики цена увеличится. Уже сейчас мы можем видеть объявления о продаже жилья в Абхазии по абсолютно космическим и недоступным для местных ценам. Все эти процессы способны вызвать сильнейшее социальное напряжение в и без того горячей республике. Есть немало примеров того. В Великобритании, в Уэльсе возникло общественное движение «Сыны Глендура» в ответ на жилищный кризис в регионе, вызванный резким повышением цен на жилую недвижимость, летние дома, в результате ее активной скупки выходцами из Англии. Кризис, в свою очередь, сделал невозможным приобретение жилья местным населением. Движение было причастно к организации пожаров летних домов, принадлежавших англичанам. В период с 1979 по середину 90-х годов было сожжено около 220 домов. Примерно 40% недвижимости на острове Корсики принадлежит иностранцам, которые не являются гражданами Франции. Именно из-за большой популярности острова среди иностранцев цены на недвижимость стали недоступными для местного населения. После серии многочисленных митингов и погромов корсиканских активистов местные органы власти на острове ввели запрет на покупку недвижимости иностранцами, если те не имеют разрешения на постоянное место жительства. Помимо цен на недвижимость, естественным образом вырастут цены на продукты, салоны красоты, одежду, бытовые товары и товары первой необходимости, медикаменты и врачей, интернет, стройматериалы и рабочих, автомобили, топливо и такси. В общем, на абсолютно все. Стандартный поход в магазин для абхазских граждан теперь будет большим затруднением. Согласно отчету глав районов Абхазии, средняя ежемесячная зарплата в 2022 году составила 15 тысяч рублей. О какой достойной жизни собственного народа может идти речь, когда цены на продукты, товары и услуги скорректируются спекулянтами под богатых новоявленных собственников недвижимости, которых массово планируют заселять абхазское правительство? Простой народ и без зловредных инициатив еле сводит концы с концами. Разрешение на продажу недвижимости иностранцам еще более усугубит эту ситуацию. Ради благополучия абхазского народа, ради будущего Абхазии, ради сохранения добрососедских отношений с нашим стратегическим союзником Россией, этот закон не должен быть принят.